Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую вас всех, мои братья и сестры, друзья. Рад вас читать. И перейду сразу к теме, к вопросам. Тут пишут: да, долго нам еще жить при этой власти. Предатели вагона и маленькая тележка. Я лично, знаете, да, мне звонили, писали, спрашивали. И я ни к чему абсолютно сейчас не удивляюсь. Если кто-то там переехал или убежал, или продался за деньги, или там еще за что-либо, я лично не удивлен, потому что предательство мы видели много раз. У нас вагон этих предателей, имен их. Поэтому я абсолютно не удивляюсь. И сразу начну с темы. Вот фамилию сейчас я не помню. Хусейн Джамбетов, кажется, да, если не ошибаюсь. Он переехал в оккупированную Ичкерию и сейчас там сделал такое выступление, что вот, ну вы, в общем, прекрасно знаете и видели это видео. Я еще раз повторюсь, не удивлен абсолютно. И скажу честно, да, я когда-то общался с Хусейном, это было в прошлом году. Вот-вот началась война в Украине, и этот человек связался со мной. И я его послушал, как обычно я делаю. Если вот человек неизвестный мне, я его послушаю, потом уже делаю анализ, кто он, что он хочет. И скажу честно, я не поверил этому человеку еще с первого разговора. Да, мы потом так переписывались. Вот. Все это у меня есть. И мне не понравилось, когда он начал там призывать нашу молодежь на войну. То есть молодежь того народа, которая прошла 2 войны. И, как мы знаем, у нас убито во время этих 2 войн более 300 тысяч мирных жителей. Это старики, это женщины, это дети и, вот, конечно же, молодежь. Вот. Я не хотел бы, чтобы кто-либо участвовал в каких-либо конфликтах, войнах. У нас есть место, где мы должны хорошенько поработать. То есть, я имею в виду деоккупацию нашей Родины. К чему мы идем, к чему мы придем, иншаллах. Вот. И он начал говорить, что вот такие фамилии, как там Дудаев, Яндарбиев, Гилаев, Басаев, Бараев, Масхадов и другие, то есть фамилии, имена наших героев. Он призывал сыновей этих героев создать там, не помню, роты или батальоны в Украине. Я так внимательно послушал, я говорю, ладно, я-то войны не боюсь, абсолютно. Но дело совсем в другом. Ты что делаешь? Ты кого призываешь? Почему ты призываешь молодежь нашу на войну? Вот такое недовольство я ему высказал. И он помнит прекрасно этот разговор. Ладно с этим. Я там был в Украине, много раз был. И делал репортажи из Украины. Вот. И даже были поездки, где я никаких видео абсолютно не делал. Нету никакой боязни, там эти ракеты, обстрелы там, и война. Нас этим не удивить. Но еще раз повторюсь, я не хочу, чтобы нашу молодежь использовали в каких-либо войнах. Что прекрасно делает Закаев, вся его команда, призывая людей туда на войну. Вот.
По глазам определить человека нет, конечно, невозможно. Тут кто-то пишет, можешь ли ты определить человека по глазам? Конечно, нет. Вот, и самое главное, ладно, там ставим всех этих предателей, но как можно сегодня перейти на сторону врага, на российскую сторону, на сторону того государства, которое всегда, вечно, веками убивало наш народ. Просто этим коротко и сказано. И сегодняшняя вот его эта поездка, став рядом с Кадыровым, там, или без разницы с кадыровцами, это означает, это акт предательства. Человек перешел на сторону врага. Вот. И это предательство. Ему безразлично, предателю безразлично, вот, что русские сделали с нашим народом, сколько было убито мирных жителей, сколько было убито детей их военщиной. Вот. Поэтому мы смело можем называть их предателями. Кто-то предается за деньги, покупает их таких. Кто-то идет, вот, не знаю, голова съехала, наверное, крыша поехала и пошел, предался. Таких много у нас. И вот эти две войны, и вот эта сегодняшняя ситуация выявляет таких, алхамдулиллах, хвала Всевышнему, что люди сами, вот эти предатели, выявляют себя. И я читал там комментарии, кто-то как-то писал там, ну, в общем, я читал, где говорят, что не надо винить в этом Закаева, что Хусейн перешел на сторону врага чеченского народа. Я скажу вот так, надо, потому что именно Закаев его поднял, поставил вторым человеком, ну, так, в его правительстве, замкомандующего, или кто там он был, не помню, дал там всякие ордена, медали, что там еще было, звания, вот. То есть его поднимал, как мог. Поэтому я буду винить Закаева. Поэтому Закаев и виновен в этом. Вот, послав Хусейна туда, в Украину, а сам, сидя в Лондоне, отдавая приказы. Конечно, легко так отдавать такие приказы. Вот. И просто приведу параллель. Ну, как вы знаете, появление Кадырова, вот, главного предателя и врага чеченского народа, всегда обвиняют Дудаева, обвиняют Яндарбиева, обвиняют Масхадова, что он был поставлен муфтием. Может быть, какая-то вина есть, я не отрицаю. Да, действительно, муфтием его поставили в 1995 году, еще при Дудаеве, Кадырова поставили, потому что первый муфтий уехал в Казахстан, не объявил священную войну. Вот. Кадыров это сделал. Еще добавляя, что каждый чеченец должен убивать там 150 русских. Вот. И даже заявлял, что женщины должны выходить на священную войну, призывал даже женщин на войну. Вот как появился Кадыров. Ну, вина у нас наша в том, что вот, мы его простили. Я раньше говорил, где-то в прошлом, позапрошлом году, я говорил, что Кадырова действительно простили. Его вызывали в парламент, там он давал клятвы и так далее, отчитывался перед властью нашей. И его простили. Но сейчас совсем другая ситуация. Имя. Видел последнее видео Джамбетова, там он говорит про Закаева всякое. Да, я видел это видео. И знаете, какая у меня мысль? Я ее еще озвучу сейчас.
сейчас озвучу. Я даже считаю, его послали туда. И послал его туда сам Закаев. Раньше Закаев называл Кадырова братом. И даже на той встрече, где сидит Закаев, где сидит этот Джамбетов, как они целуют голову этому кадыровцу, вот, называют его братом своим. То есть я после всего этого могу так предположить, что его туда послал Закаев. И выступление Закаева надо вспомнить. Я дам даже послушать, ну, если найду сейчас в телефоне у себя, где Закаев говорит такие вещи. И сегодня я даже на тех чеченцев, которые многие называют кадыровцами, это чеченцы. И я вас уверяю, в один день придет день и придет время, именно с ними мы будем и восстанавливать наше государство. То есть тут на этой записи Закаев говорит, что кадыровцы – это чеченцы. В то время, когда мы говорим, что он не чеченец, его прадед там и так далее, в общем, где-то его нашли, там вырастили в чеченском доме, те выучили чеченский язык, и на самом деле, вот как я сейчас говорил, Кадыровы – это не чеченцы. А тут у нас Закаев, где он говорит, что Кадыров – это и кадыровцы – это чеченцы. И что якобы мы будем строить свое государство именно с ними. Нет, мы будем строить наше государство, восстанавливать наше государство без них. Те, о котором говорил Закаев, это предатели чеченского народа, которые все это время, уже более 20 лет, угнетают этот народ. Вот, и сейчас даже вот посылают нашу молодежь на войну, умирать за Россию. Вот кто кадыровцы. Кадыровцы убивали женщин, насиловали, издевались, пытали вот, мирное население, то есть чеченцев. И в народе, в нашем народе люди знают, что из себя представляют кадыровцы. К примеру, как выглядят их тюрьмы, где людей просто членят, где людей просто привязывают на цепь и заставляют ходить на четвереньках, вот, как собаки. Вот кто кадыровцы. А для Закаева это братья. Да, и продолжу про Хусейна. Даже после первого видео, которое он выпустил в Украине, не на передовой, кстати, где он говорит, что вот это наша война, оказывается, нужно было воевать вот так, используя дроны, что тут много оружия, того оружия, которого нам не хватало во время 2 войн. И там выскакивал, махал кулаком, вот, мол, надо воевать и так далее и тому подобное. Знаете, что я скажу? Человек, который воюет или делает что-то во имя Всевышнего, ради своего народа, не будет так громкогласно вот, высказываться, делать какие-то громкие заявления. Человек, у которого чистые намерения, будет это делать молча, а не выставлять сделанное или то, что он делает, на показ. И это именно то, что делали наши герои, которые воевали против русских оккупантов. Они воевали до конца.
Они не уехали с нашей территории. Вот. И таких громкогласных заявлений и обращений у них не было. Это так, к сравнению. А тут пришел человек никому неизвестный, начал там громкие речи нести. Вот мы один народ, мы будем воевать до конца, до Кремля дойдем. Было видно, что это артистизм. И такое ощущение, что не только ощущение, видно, что Закаева окружает именно такие же артисты, как он сам. Поэтому не стоит удивляться, если кто-то там перебежит на сторону врага, станет предателем. У нас таких было много. Были там предатели еще покруче, можно сказать. У нас целый министр обороны перешел на сторону врага. Ну, это я так говорю, министр обороны, хотя он был начальником Национальной гвардии. Хотя люди называют его министром обороны. Я про Ханбиева могу. Вот. И Джамбету я сказал бы: эх, Хусейн, говорить ты умеешь, говоришь красиво, но просто мне хочется сказать, ну неужели ты не мог найти другое место? Да поехал бы, взял бы какую-то турпоездку, поехал бы там в Таиланд, не знаю, куда еще можно, в Грецию. У тебя были европейские документы, ты мог бы поехать в любую страну, отдохнул бы, приехал бы, и все. А сейчас ты перешел на ту сторону, на сторону врагов чеченского народа. Хотя ты много говоришь о чеченском народе, но я скажу тебе, Хусейн, ты о нем не думаешь. Ты о нем не думаешь. Вспомни те ямы, в которых находились сотни убитых мирных жителей. Вот наш народ. Это наша трагическая история. И сегодня с кем ты сейчас стоишь рядом, они встали рядом с теми, кто это и делал. То есть убивал наших мирных жителей и закапывал даже живьем в землю. Вот. Предательство. Парабеллум, вот ты пишешь, я думал, что он с самого начала был с ними. Да, я верю в это. Возможно, был. Возможно, работали вместе. Даже вот можно предположить, что Закаев имеет связь с Кадыровым, вот, и он туда его послал для какой-то работы. Я могу все предположить сейчас, потому что факты нам происходящего вот показывают, и мы делаем такой анализ. Парабеллум, ну здесь на чеченском я зачитаю. Валлахи дал бухастам дейл кара да бел цажим собор вичхан дал гучбух инах алхамдулилlah алхамдулилlah хинстихарч хейнца шуммагараца хуман сатухши собор дяши ашусо ца дукум алале دقم ديتسا لا تأكد ستوخ ديل كردالو شورت خم ديل كرادو شادق ديل كرادو تسوى
Массо гуманты, массаргера жоптуяду, дин дикдала, дин водала, даун жоптал деш вейду, большая дешту. Магомедов Шамсудин. Валейкум ассалам, брат. Вот ты пишешь, я был рядом с твоим отцом. Какие были времена, столько надежд. Думали, впереди лучшее. Боль и горе остались позади. Но вот так все повернулось. На все воля Всевышнего. Я 05. Да, ты прав. Когда наши лидеры, именно все лидеры, вот, были живы. Когда же были живы наши герои, Аллах Азатхобал, Дольси Масера, вот такой черни не было. Вот именно такой. Со стороны предателей нашего народа они бы не осмелились бы делать те вещи, которые они делают сегодня. Тогда они дрожали, боялись переехать с одного села в другое. Все это знают. И кроме этого, таких провокаторов, которые сегодня нас окружают, их тоже не было. Они тоже осмелели, когда ушли наши лидеры и все наши герои. Ну, тут пишут, сейчас я посмотрю, Абрек 95, что, ну, на чеченском написал, я зачитаю на русском, что нельзя доверять другим, то есть нет веры в других. Ну, как у нас говорят, хорошо, что вы, эти предатели, сами выявляются. Алхамдулиллах. То есть хвала Всевышнему. Я лично радуюсь тому моменту, когда кто-то переходит на ту сторону. То есть они показывают, что все то, что они делали, или пытались делать, или же то, что они говорили, это все было не во имя Всевышнего, не во имя нашего народа. То есть, скажем прямо, пустозвонство. Вот. Говорить красиво может любой человек. Любой человек. И говорят, вот, поднимают наш флаг. Вот, кстати, наш флаг. Флаг Ичкерии. И говорят, что вот он ичкериец и так далее. Нет, он не... Это если у него на бэкграунде стоит флаг ичкерийский, это не означает, что он является ичкерийцем, как это говорят. И если он наденет там папаху чеченскую на голову, отпустит бороду, там, это не означает, что он мужчина. Или же если он говорит на чеченском языке, это не означает, что он чеченец. Все должно быть внутри человека. Внутри человека. То есть твое намерение, которое видит Всевышний Аллах, но не видят люди. Фридом Маршо Нохчин, я не знаю насчет той версии, которую сейчас говоришь, не интересуюсь, если так сказать, на самом деле. Оля,
Анзор, так Аслан же вызывал его обратно, но он сидел и ждал, пока наши герои погибали. А теперь он типа главнокомандующий, в изгнании. У нас никогда в чеченском народе, в чеченской истории не было главнокомандующих в изгнании. Никогда такого не было. Это даже звучит для нас оскорбительно. Я считаю, еще раз повторюсь, если честно, мне поднадоело уже говорить про Закаева. Я говорил о нем лишь с одной целью, чтобы люди поняли, что происходит, чтобы люди открыли глаза, учитывая то, что делал, к примеру, Закаев. Да? Вот, ты правильно пишешь. Человек ждал, пока погибнет Масхадов, Абдулхалим Садулаев, Басаев, Гилаев, Доку Умаров, все остальные. Потому что именно после их убийства, после их гибели, он осмелел и показал свое истинное лицо. Вот. Никакой он не главнокомандующий. Он таким не является, не может являться. Главнокомандующий у нас является по Конституции, нашей Конституции, бывает лишь президент, то есть человек, которого избрал народ. А сейчас он может назвать себя царем, королем, вот, или принцем, не знаю, и так далее, и тому подобное. Это будет одно и то же. Вот. И все это будет в кавычках. Ни король, ни царь, ни принц, ни главнокомандующий, ни лидер. Вот. Насчет Лукашенко нет, я не слышал, я не знаю. Дон Цезарь, Закаев — это артист. Нет ни одного видео, где он был в боях. Ну, не обязательно иметь какое-то видео в качестве доказательства, что человек там воевал, был в окопах и является ветераном какой-либо войны. Не обязательно иметь это видео, но я много раз общался, и с Закаевым общался, и с теми, кто был рядом с ним, то есть подтверждает твои слова. А сейчас, к примеру, даже возьмем Курочкиных, это парочка из Чехии, вот. Они там трубят вовсю, что якобы Закаев был бригадным генералом, командиром какого-то батальона, чуть ли не командиром дивизии там выставляет, что он ветеран какой-либо войны. Вот. То есть выдумывает все это. Райнер Шульц, валейкум салам. Ну, я только что сказал про Жамбетова. Я сказал, как есть, именно то, что говорят люди. Мнение у меня совпадает. Я общался со многими людьми. Это акт предательства. Да, он много говорит о народе, но внутри у него сидит другое. Он не думает о народе. Если бы он думал бы о народе, то он не совершил бы этот акт, перейдя на сторону врага чеченского народа. Фрида Маршо Нохчин. Самое главное — пройти путь достойно, не называя рабов путера братьями. Да, надо достойно держаться на своей позиции, не становиться предателем, то есть не продаваться за деньги, не брать у них деньги и не идти в их строй, в строй этих предателей.
Сейчас, секунду. Мне тут написали кое-что. Как раз мой знакомый пишет мне, тоже, оказывается, смотрит эфир, ну, говорит, что может Закаев даже поехать в оккупированную Ичкерию. Да, я верю в это. Человек, который называл Кадырова братом, приносил соболезнования и терпел унижение Кадырова в свой адрес, такое сделать сможет. Я и этому даже не удивлюсь. Я даже вот могу сказать, возможно. Возможно. Так, Оля. Анзор слишком много чести, так долго о нем говорить. Давай лучше подумаем над нашими планами, что будем делать в первую очередь, когда вернемся домой. Когда вернемся домой, то все будет по-другому. Все, которые называют себя лидерами там, или хотят власти, про тех людей, которые вот стремятся к этой власти, я просто огорчу их. Они ее не получат. Не получат. У власти, лидером нашего народа будет тот, кто покажет себя настоящим чеченцем, да, мусульманином, чеченцем. И когда люди вот сами выберут его, не будут у власти у нас какие-либо проходимцы, которые вот сегодня стремятся к этой власти, их туда не допустят, не допустят. Именно кто себя покажет во время деоккупации, когда это произойдет, вот тот и будет лидером, я так считаю. Вот, к примеру, буквально вчера я общался с одним знакомым, мы говорили на эту тему. И вот мнение у нас совпадало, вот именно то, что я сейчас озвучил. Еще в 1994 году, до Первой русско-чеченской войны, скажем, мало кто знал, кто такой Масхадов, кто такой Басаев, Гилаев и другие. Да? Когда началась война, агрессия России на нашу территорию, когда эти наши герои показали себя на передовой, во время войны, были в окопах, воевали с оружием в руках. Вот, народ их назвал героями. Героями и лидерами никто не станет из тех, кто бежал от войны в то время, когда их лидеры звали вернуться и стать рядом. Какие страны готовы признать независимость ЧРИ? Алан Азад. Конечно, сейчас трудно об этом говорить. Ну, я об этом много раз так говорил, предполагал, что это будет Украина, это будут Балтийские страны, это будет Польша и так далее. Когда именно процесс пойдет по признанию. Дон Цезарь. Анзор, что сделаешь с золотой монетой? Дело в том, что я раньше в эфире показывал такую монету, где ту монету, которую мне подарил Закаев, там золотая монета была, я просто озвучил свои мысли и сказал, что я не хочу держать что-либо у себя в доме, что было дано или
подарено Закаевым. Слишком много чести. Вот. И поэтому я вот показывал эту монету и спрашивал у зрителей, у вас, что мне с этим делать. То есть посмотреть на ваши идеи, подарить, там, не знаю, сделать из этой монеты деньги и отправить куда надо отправить. То есть все нормально, я это сделаю. И когда я это сделаю, я скажу вам, иншаллах. Рейнер Шульц. Почему Закаев не заикнулся об этом, не сделал выступление, он же привел этого предателя. Да, вот он раздавал там должности, медали и так далее, выдвинул его, и, скорее всего, это какая-то операция была, я даже в это верю. И я верю в то, что он мог бы послать его туда, к Кадырову. И почему он не заикнулся, я не знаю. Кстати, у меня было много обвинений по преступлениям Закаева перед нашим государством, перед нашей идеей, чеченским сопротивлением, нашими героями. И нигде Закаев не высказался по этому поводу, по этим обвинениям. Я даже призывал, что готов даже сесть, публично сесть и рассказать все, что я знаю, или показать, что у меня есть. Вот у меня люди тут спрашивают, именно закаевцы там пишут, как их называют, что вот Анзор без фактов говорит. У Анзора есть факты. Анзор, если говорит, то имеет факты. Если Закаев посмеет сесть там за стол публично, в прямом эфире даже, я это сделаю. Седана Дарова, бросить воду на счастье. Счастье нам дает Аллах. А вот в такое мы не верим, что бросив что-то куда-то, что мы получим счастье. Нет, счастье так не добывается. Чтобы иметь счастье, нужно что-то делать, стремиться к этому, и будет счастье, иншаллах. Мистер АРСГ 13, валейкум ассалам. Твое отношение к Аслану Арцуеву. Я не буду просто повторяться. Я уже об этом говорил ранее, и эти видео у меня есть на канале. Так, Манфред Вульф. Сегодня Инна, блогерша, скорее всего, про Курочкину, вопрос задала об этом Закаева. И он сказал, что этот Хусейн больной человек. Может быть, я не врач, я диагноз ставить не могу. Все возможно. Может, все они больные даже. Имя, фамилия. Оля, у тебя, наверное, и неполная информация. Масхадова звал и своего сына Анзора, пишет. Но я тут выставлял, именно я выставлял аудиозаписи, где Масхадов зовет, требует от Закаева вернуться в Ичкерию. Пожалуйста, если ты так говоришь, предоставь факт, где... скажу прямо, чтобы мой отец меня звал, вот так требовал. У вас нету такого факта, не надо выдумывать, не надо выдумывать.
Во-первых, туда должен был вернуться Закаев, который называл себя или называет себя там командиром, там, министром, там, или кем он, вице-премьером, да, был, никаким не министром. Вот они должны были вернуться. А то, что я вернулся, не вернулся, ну, я в стороне дел от всего происходящего никогда не был. Сделал все возможное, и я не должен отчитываться перед тем, кто сейчас написал этот комментарий. Я отчитаюсь перед Всевышним и перед нашим народом, если надо было. Адам фон Грац, Маршвойл. Закаев раздает должности в палате номер 6. Ну, я раньше говорил, еще раз повторюсь, никто сегодня не имеет права раздавать ни паспорта, ни ордена, ни должности. То есть не имеет никакого права. Оля, Анзор, никогда он не пойдет на публичные дебаты с тобой. Все его выступления рассчитаны на других людей. Обидно лично мне, что украинцы ему верят. Ну, я думаю, что украинцы просто его используют. Они прекрасно знают, кто такой Закаев, что он из себя представляет. И я скажу, что Закаев делает все возможное, чтобы дискредитировать нашу идею, дискредитировать наше сопротивление. Вот я про идею независимости, идею Ичкерии. Вот. Да, действительно, украинцы должны знать, кто такой Закаев, что он из себя представляет, что он делает. Хватает вот этого сейчас Джамбетова, чтобы до конца понять, что происходит. И такому человеку, как Закаев, там, или его приближенных вообще не должны допускать на территорию Украины. Эти люди опасны и для украинцев, и для нас, чеченцев. И вот эти события по этому предательству, по предательству Хусейна Джамбетова, можно сказать, это попытка дискредитации нашего сопротивления, как говорится, ичкерийцев. Но мы не слабы. Мы всегда говорим, если кто-то переходит на ту сторону, на сторону врагов, или же контактирует с ними, или же берет от них деньги. Вот. Альхамдулилlah, что вы сами вот, выявляете себя. Вопрос. Анзор, какие отношения были у Масхадова с Аушевым? Я слышал, что Руслан его сильно уважал. Да, отношения были братские, как два брата. Очень хорошие отношения были. Я помню много раз, как мы ездили в Ингушетию с отцом. Это были официальные визиты. То есть наш президент ездил президенту Ингушетии. Также Руслан Аушев приезжал к нам. Бывал у Масхадова много раз. Были очень хорошие отношения. Вайпер. Анзор, я все спросить хотел у тебя. Ты когда воевал, ты рядовым был или амиром? Нет, я амиром не был. И рядовым тоже не был. Я числился в главном штабе вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. Был рядом с отцом. Ну, скажем так, скромно скажу, прошел Первую войну рядом с ним. Вот, хотя там кадыровская пропаганда или там закаевская пропаганда говорят, что
я не участник войны, я не должен перед ними отчитываться. Вот. Я сделал все возможное, что было в моих руках. Леха, Анзор, отправь монету мне, и я отправлю ту сумму, которую ты скажешь, и столько же от себя. Уверен, что ты распорядишься с деньгами как надо. Конечно, ну я свою честность покажу. Вот. Даже, наверное, хватает того факта, что я не хочу держать вещи каких-то провокаторов у себя дома. Вот. Ну, я почему говорю провокаторы? Посмотрите, что сегодня делает круг Закаева. Я говорил о личном и не о личном тоже, про их нападки на всех наших активистов, то есть обвиняя их в чем-то. Даже говорили, вот эти закаевцы много раз говорили, и эти видео есть, кстати, на канале этих Курочкиных, что якобы я работаю на российские спецслужбы. Представляете? Я не он, или не они, и никто от меня никакого предательства по отношению к нашему народу или по отношению к нашей идее не увидят. И могу заверить, уверенно сказать, что никто меня не сможет подкупить. Денег не хватит. Адам Собеский, ну я успел прочитать, мой модератор удалил это сообщение. То, что надо было сделать, мы сделали. Вот. Так что беспокойся за себя. Фрида Машо Нохчанзор, я помню тебя с Халидом, со Сланом Масхадовым на митингах несколько раз. Да, был много раз в Атагах, в Шатое, где только не был. Ну, в то время я находился рядом с ним. Алан Азад, светлая память всем нашим героям. Я их никогда не разделял, там, мой отец или мои родственники или так. Нет, для меня они все одинаковые. Начиная там с героев, которые были у нас 100 лет тому назад, 200 лет тому назад. И герои двух этих русско-чеченских войн. Вот. Для меня они все одинаковые. И лидеры, и простые муджаиды, и командиры, амиры наши. Аллах газат кобул дальше масира. Манфред Вульф. Анзор, представь, если ты в политику влезешь, как они тебя очернят. Хамзат Гилаев поэтому не влазил в политику. Да, я знаю, что это такое. Вот вся моя публичная деятельность, мне это неудобно сейчас, конечно, говорить. Но когда я открыто начал публично заниматься вот этой деятельностью, пошли нападки от Кадыровых, начали пугать, запугивать моих родственников. Потом появились вот эти закаевцы, которые начали доставать женщин, находящихся у меня в доме. Там, начали нападки разного рода делать. То есть фантазии у них достаточно. Это грязные личности.
грязные личности. Они будут что-либо говорить, но это к нам не прилипнет. Пускай все эти ярлыки, там, выдуманные истории, всю эту грязь оставят при себе. Пускай купаются в ней. Так. Да, улыбнулся. Тихий Дон. Анзор, что там? Все хорошо, все под контролем. Даргинс, Анзор, можешь сказать, остались ли муджаиды, Кавказский Эмират, воюющие за свободу Кавказа и которые до сих пор живы? Ну, я сторонник идеи Ичкерии, то есть сторонник той идеи, которой придерживались наши лидеры, начиная от Джохара Дудаева и всех других наших лидеров. То есть они хотели свободы, независимости нашего чеченского государства. Вайпер, про Муслима Чеберлоевского расскажи. Он в каких отношениях с Шамилем был? Шамилем которым? Муслим Чеберлоевский, я скажу то, что знаю, то, что видел. У нас очень хорошие отношения. Я люблю и уважаю его как своего брата. Это настоящий мусульманин, это настоящий чеченец, который думает о своем народе, а также думает о нашем государстве, которое, иншаллах, будет свободным от всей этой российской черни. Кстати, вот батальон имени шейха Мансура. Вот. И просто я даже хотел бы сказать насчет закаевской всей этой возни. Чем поднимать вот таких, как Джамбетов Хусейн, лучше бы помог бы этому батальону или другим батальонам, которые воевали еще с 2014 года, то есть воевали против русских оккупантов на территории Украины. Нужно было помочь этим батальонам, укрепить их или деньгами, или же в информационном плане. Но Закаев этого не сделал, не отправил ни одного рубля, евро или доллара. Это я так финансово говорю. А очутился, этот Закаев очутился в Украине тогда, когда я поехал в Украину. После этого приезжает Закаев, искал встречи именно для того, чтобы заманить на свою сторону тех чеченцев, вот, которые воюют с 2014 года, и пытался со мной встретиться. Да, это так. Я от этой встречи отказался. Я не хотел, чтобы кто-либо, или Закаев, или другой, использовал меня, как он хотел использовать меня с 2015 года, записав меня в свое какое-то правительство против моей воли. Вот. Вот как появился Закаев в Украине.
Марат Ильясов. Здравствуйте, почему вас не могут поймать? Кто? Кстати, да, здравствуйте, добрый вечер. А кто именно не может меня поймать? Кто это должен меня поймать? Ва алейкум ассалам, Шамахи. Рад тебя видеть, брат. Иван Мозговой, если не ошибаюсь, то отряд Чеберлоева сейчас в Бахмуте. Ну, если так сказать прямо, я лично не сказал бы, не скажу, где они находятся. Вот так вот. Не скажу. Ну, в общем, я сейчас буду завершать эфир. Мне просто, да, с одной стороны, хотелось высказаться по этому поводу, по Хусейну Джамбетову, слушал, что говорят другие, читал ваши комментарии про все это, ну и понимал, что мы имеем одно мнение по этому поводу. И сейчас по завершению, для того, чтобы сейчас завершить этот эфир, я коротко еще добавлю, скажу еще раз. Не надо удивляться предательству каких-то людей. Они проявили свое малодушие, они показали, что они не борцы за свободу или там что-либо делали во имя Всевышнего или что-либо делали во имя нашего народа. Это слабые люди, люди, которые сдаются ради своей шкуры, так сказать, или же ради чего-то другого, или ради подарков, там, или ради денег, берут у них деньги. Это малодушные люди, которым плевать на наши жертвы, жертвы двух войн, жертвы всех войн, которые происходили на нашей территории. Они показали себя, и они должны отвечать за этот грех перед Всевышним. Вот. Но в этом есть вина Изакаева, который вот поднимал его, хотя мог бы предположить, что он из себя представляет, этот Хусейн, видя его выскоки, его громкие речи, да было видно невооруженным глазом, что этот человек слишком много говорит. Что-то ты так поверхностно рассказал про Чеберлоевского. Он в какой части Ичкерии воевал, на равнине или в горах, и пересекались ли Басаев с Чеберлоевским? Мы, оказывается, с Муслимом Чеберлоевским виделись еще в 1994 году. То есть в то время вот-вот начиналась война, были тогда стычки с оппозицией, вот в то время были даже в одном бою вместе. Ну, мы тогда друг друга не знали. Вот. И почему я так сказал коротко? Ну, тогда скажу, я же не могу говорить все вещи, например, все наши разговоры, наше общение. Вы прекрасно знаете, что во время своих поездок я встречался с ним, общался с ним. Но я говорю еще раз, подтверждая, что он, Муслим Чеберлоевский, а также те наши братья, которые находятся рядом с ними, это на самом деле, и как вы знаете, это настоящие мусульмане и настоящие чеченцы, у которых действительно болит сердце за то, что происходит сегодня. Что лучше можно сказать, к примеру?
чем рассказывать какие-либо истории. Все, кто хочет поймать Анзора, приезжайте в Украину, мы вас встретим до Алмула. Все, кто хочет поймать меня, пусть приезжают сюда. Почему так далеко ехать, в Украину? Вот так вот. Ладно, я сейчас завершаю эфир. Всем всего доброго. Не отчаивайтесь, когда вы видите такое. Все идет так, как надо. Они сами себя выявляют. И ничего позорного в этом для нас нету. Это предатели. Они предали наш народ, предали нашу историю. Дал Нису Ирию. Аллах рейсхуль масана. Еще раз благодарю. Скоро выйду в эфир, иншаллах. Аллах рейсхуль масана. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.